Уважаемый господин председатель, уважаемые главы делегаций и участники заседания. Прежде всего, хотел бы выразить слова признательности в адрес президента Республики Казахстан, уважаемого Нурсултана Абишевича, за традиционное теплое гостеприимство и создание прекрасных условий для работы. За истекший год реализованы меры по укреплению региональной стабильности и безопасности, расширению сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Текущий год для нашей организации является значимым. Принятые 3 года тому назад на Душанбенском саммите документы открыли дорогу для ее расширения. В этом году мы завершили процесс присоединения к организации Индии и Пакистана в качестве государств-членов. Поздравляю глав делегации Индии и Пакистана, уважаемых Нарендра Моди и Наваза Шарифа, со вступлением их стран в Шанхайскую организацию сотрудничества. Уверен, что Пакистан и Индия, как полноправные члены нашей организации, внесут достойный вклад в ее развитие. Уважаемые коллеги, сегодня мир накрыла волна насилия, угрозы и вызовы безопасности, охватывая различные уголки планеты, расширяют географию своего распространения, приобретает более организованный характер. Подобная реальность требует новых совместных усилий по недопущению разрастания данной деструктивной тенденции. Принятые за последние 2 десятилетия на международном уровне меры в этом направлении так и не дали желаемых результатов. В этой связи представляется необходимым в рамках ШОС уделить соответствующее внимание вопросам повышения эффективности деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС. Важнейшей международной проблемой в сфере безопасности сегодня является ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке. Считаем важным дальнейшее содействие поиску путей политического решения этих кризисов на основе общепризнанных международных норм и критериев. Серьезную тревогу вызывает военно-политическая обстановка в Афганистане, в том числе и на севере страны. По имеющейся информации, ежегодно в ходе проведения военных и антитеррористических мероприятий погибают тысячи афганских военных. В этих условиях считаем важным оказать всестороннюю поддержку усилиям правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, а также по разрешению ее социально-экономических проблем и поиску путей национального примирения. В этом контексте мы рассматриваем ШОС в качестве надежной платформы для взаимодействия. Неотъемлемой частью нашей общей борьбы с терроризмом и организованной преступностью является предотвращение незаконного оборота наркотиков. Сотрудничество с партнерами по ШОС в данном вопросе для Таджикистана имеет приоритетное значение. Хотел бы вновь отметить актуальность создания действенного механизма в рамках ШОС по координации нашей совместной борьбы с контрабандой наркотиков. В данной сфере Таджикистан накопил огромный опыт. Мы наладили эффективное сотрудничество с ООН и другими международными организациями. Предлагаем поддержать ранее заявленную инициативу Таджикистана по созданию антинаркотического центра ШОС. Уважаемые участники заседания, базовым направлением сотрудничества в рамках ШОС остается сфера экономики. Дальнейшее расширение экономического взаимодействия, в том числе в реализации крупных инвестиционных проектов регионального значения, нуждается в более эффективном финансовом сопровождении. Выражаем надежду, что эксперты государств-членов смогут выработать согласованную позицию по созданию Фонда развития и Банка развития ШОС. Республика Таджикистан высоко оценивает потенциал стран-членов ШОС в транспортно-коммуникационной сфере. Сотрудничество в данной сфере является особенно актуальным для стран, не имеющих выхода к морю. Весьма важной является реализация соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок
подписанного в городе Душанбе. Разработка и осуществление совместных инвестиционных проектов инфраструктурного характера является одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, включая поддержку занятости и решение социальных проблем на пространстве ШОС. Мы выступаем за широкое сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии. Таджикистан занимает 6-е место в мире по потреблению возобновляемых источников энергии, вносит большой вклад в развитие зеленой энергии. Мы придаем большое значение углублению международного сотрудничества по улучшению экологической ситуации как в стране, так и на пространстве ШОС. Формирование зеленой экономики и взаимодействие в вопросах изменения климата – один из важных направлений экологической политики нашей страны. В эти дни в Астане начинает свою работу Всемирная выставка «Экспо-2017» под общей тематикой «Энергия будущего». Астана-Экспо отражает нашу общую озабоченность проблемами энергопотребления. Поздравляю казахстанских друзей с этим масштабным событием. Таджикистан выступает за дальнейшее развитие в рамках организации гуманитарной связи. Считаем, что расширение сотрудничества в области здравоохранения, культуры, науки, техники, инноваций, спорта и туризма является важным сегментом процесса укрепления отношений между государствами-членами ШОС. Уважаемые коллеги, Республика Казахстан за год проделала большую работу по укреплению созидательного духа ШОС, и ее деятельность в период председательства заслуживает высокую оценку. Одновременно хотел бы поздравить наших китайских друзей с началом председательства в ШОС и пожелать им всяческих успехов. В завершение хотел бы еще раз подтвердить готовность Таджикистана к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству по достижению общих целей в рамках ШОС. Убежден, что принятые нами сегодня решения будут существенным образом содействовать усилению данного процесса. Благодарю за внимание.